Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина. Чего он хочет от вас? Что ему нужно? Чего хочет добиться? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, мысленно либо вслух, обратитесь к нему, ну и задайте ему свой вопрос. Спросите его, чего он хочет, чего хочет от вас добиться. Ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какой тут мужчина упрямый. Ах, не мужчина, а целая гора проблем, да? Мужчина. Мне идет, что он такой эгоистичный, в себя влюбленный, считает себя, таким мелким царьком, да? Ну, конечно, не мелким он себя считает, он просто выглядит мелким. А мужчина, который хочет от жизни все и сразу, и также от женщин он хочет все и сразу. Ему очень хочется, чтобы вы были абсолютно покорной и послушной. Чтобы вы прям, знаете, он бровь поднял, а вы уже там рядом, да, на цыпочках стоите. Хочется властвовать, хочется быть таким вот прям самым важным, самым любимым, самым желанным, ну и как самым главным получается, да. Вот ему этого хочется. Ему хочется вас покорить, добиться, сделать послушной, сделать ручной. Вот как бы к этому он стремится. Ну, конечно, тут такие планы наполеоновские, но этим планам не суждено исполниться. Не суждено. Вот как бы он ни старался, вы не та женщина, которая будет у мужчины из рук есть. Вообще не та. И еще очень похоже, что эти его планы, они против него и обернутся. То есть чего он хочет от вас, он сам таким для вас станет. Он не замечает, что уже это происходит. Во-первых, он хотел вас к себе намертво привязать, но при этом сам к вам привязался. Во-вторых, он хотел вас в себя бесконечно влюбить, да, чтобы вы прям там жить без него не могли, дышать не могли. Но походу он уже влюбляется сам. Он хотел сделать вас послушной, но я вижу, что он уже начинает вас слушаться. Хотя это только лишь как начало, да, но уже происходит. То есть, да, его же планы против него же и оборачиваются. Ну, вы не та женщина, которую можно переиграть. Вы, наоборот, любого, да, за пояс заткнете. Он просто не понимает, с кем он связался, да, что за женщина ему досталась. Ну, девочки, да, тут борьба двух сильных характеров, но вы гораздо сильнее. Тут и сильнее, и умнее, и ловче. И такая, знаете, вы рисковая дамочка, опять же, азартная. А он так, как вы, не умеет. Вот у него все как прям на 100%. А вы такая умеете там и блефовать, и играть, и, ну, в общем, по-всякому умеете. Он расставил сети на вас, но не понимает, что вы уже его в свои сети поймали, да, либо уже запутался в ваших сетях. Слушайте, какая интересная отсыпка. Неожиданно, конечно, здесь. Неожиданно. Ну вот показывает, что с его стороны вот как наковальня стоит, а с вашей стороны большой молот. Да? То есть именно вы будете бить по нему, а не он по вам, вот как он хочет. И вот у него еще такой есть план заставить вас ревновать. Готовьтесь, девочки. Тут будет провокация с его стороны. Он уже там что-то придумал, каких-то этих женщин подключил, либо каких-то женщин в голове, ну, имеет, да, что вот я именно с ними, да, буду там флиртовать, либо там, ну, какую-то вот
типа иллюзию, да, что вот они за мной ухаживают, либо я за ними ухаживаю. То есть это все постановка будет, постановка для того, чтобы вывести вас на эмоции, для того, чтобы, по его мнению, заставить вас в него влюбиться. Да, он заставит вас ревновать. Но это все как бы понарошку будет, да, не по-настоящему. Об этом вы должны знать. Хочет вызвать вашу ревность, хочет доказать вам, что он классный. Слушайте, я не знаю, как вас угораздило влюбиться в такого человека, а может быть, вы действительно с ним играете, может быть, такой интересный персонаж, и вы такая думаете: о, а тебя я научу, как жить, как женщину любить, да. Но он, кстати, неплохой, если вот посмотреть на другую его сторону. Вот вижу, что он работящий, вижу, что он такой вот прям придумать может, реализовать может. Душа у него добрая, сердце доброе, детей любит, показано. Еще показано, что он какой-то прям заботливый, может быть, даже гиперзаботливый. Вот есть в нем и негативная черта, теневая сторона, да, вот это эгоизм его. Эгоизм и желание вот быть самым главным. То есть, знаете, солнышком, да, но и есть у него и положительные моменты. Еще, знаете, здесь показано, несмотря на эгоизм, этот мужчина способен на серьезные поступки на самом деле. Поступки. Еще он очень любит, когда его хвалят. Вот падок на лесть, можно так сказать. Это вам такие подсказочки. Хотя думаю, что вы не та женщина, которая нуждается в подсказках. Я думаю, что вы уже его изучили и вдоль и поперек. И если вы с этим нарциссиком вместе находитесь, значит, что-то в нем видите большее, да? Либо понимаете, что можно эту всю дурь с него, ну, струсить, выбить с него, да? Что все-таки можно превратить его в нормального человека, не безнадежный. Так, смотрите, еще здесь такой хитрый момент показан. Мужчина понимает свои какие-то слабые места. И он их пытается максимально замаскировать. Ну что, типа, нет, я там не такой, я другой. Мужчина, который очень боится, что вы про него что-то узнаете. Какие-то у него скелеты в шкафу есть. Хотя я думаю, что вы уже все про него знаете. Вот. Как-то можно тоже это разыграть, либо использовать себе на благо. Ну вот четко показано, что все, что он думает, он в зеркале видит. То есть это все на него перейдет. И, девочки, идет такой момент в вашей жизни, когда он станет вашим каблуком, ну, либо подъюбочником, как вам удобно, так и называйте. Вот об этом говорят, что его станет в какой-то момент слишком много в вашей жизни, но для него это будет важно, жизненно важно. Его нельзя от себя отдалять, либо нельзя, вот когда он станет таким липучим, приставучим, когда он без вас там, извините, и ничего не сможет, да, нельзя его оставлять одного, потому что одиночество как-то на него пагубно влияет, и ну, на почве одиночества, либо нехватки вас в его жизни у него могут открываться какие-то странные, не очень хорошие привычки. То есть не умеет он с этим справляться, либо настолько влюбится в вас, что не сможет с этим справиться. Его нельзя оставлять одного, об этом говорят. И нельзя его от себя отгонять. Ну, то есть, если он вам нужен, если вы хотите быть с ним, вот он становится вашим каблуком, вот здесь это показано, вы не должны его от себя отгонять, потому что он как-то тяжело переносит одиночество, либо ну, в момент одиночества может на какие-то глупости пойти, либо с какими-то глупостями заняться. Вот. Считайте, что он уже у вас в кармане, уже в ваших сетях, он уже попался, хотя еще об этом не знает. Ну ничего, скоро ему все откроется. Влюбляется в вас не по дням, а по часам. Так мне идет. Прям все сильнее и сильнее, все глубже и глубже. Связь между вами очень прочная. И смотрите, как веревка получается, да, эта связь. И конец этой веревки именно в ваших руках. То есть именно вам выбирать, будете вы вместе, либо вы его пошлете. Ну, он у вас на веревке находится, что тут скажешь. Все, вы уже его переиграли, вы уже ему нос утерли. Просто он еще об этом не знает. Что бы он там себе не планировал, какие бы планы не разрабатывал, вы уже его переиграли. Ну, либо все эти планы против него и обернутся. Это не вы.
как цель, да, он сам себе ставит цели и сам же целью становится. То, что он хочет для вас, на себя примеряет и в этом будет ходить. Влюбится, забудется, станет подкаблучником, будет зависеть от ваших решений, от вашего слова, от вашего настроения и будет у вас в кармане сидеть. Вот именно с этим мужчиной так и будет. Это уже происходит. Дальше будет больше. И буквально там в каком-то коротком времени, да, небольшой промежуток времени выходит, того мужчину вообще будет не узнать. Очень сильно поменяется. Поменяется благодаря вам. Вот, если вы женщина добрая, я думаю, что вы добрая женщина, да, вы из него настоящего мужчину сделаете. И вижу, что этот мужчина будет ровно таким, как вам нужно. Немножко вот приторность мне еще идет, а вы, скорее всего, этого не любите. С чем-то придется девочке мириться. Его будет очень много в вашей жизни. Он без вас просто ничего не сможет. Настолько вот к вам прилипнет. Вот. Так что если вы еще там не влюблены, либо только лишь обдумываете свое будущее с ним, учтите этот момент. Это важный момент. Мои хорошие, даже не знаю, что добавить. Все показано, 2 большие фигурки. Все вот прям очень компактно, доступно нам тут показали. Мужчина уже все, прочитанная книга. По крайней мере для вас так это 100%. Он уже ваш. Со всеми вот потрошками уже ваш. И пусть это еще не так наглядно, но тем не менее это уже произошло. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя, принимайте правильные решения и живите, наслаждайтесь этой жизнью. Всем спасибо, всем пока-пока.